Я буду делать то, что делал раньше, и буду обращаться в разные инстанции Российской Федерации, чтобы защищать наших трудовых мигрантов. Уважаемые соотечественники, в связи с тем, что обратился ко мне очень много граждан, в связи с событием в районе Медведково, связано с дворниками, вчера и сегодня поступали в мой адрес достаточно очень большое количество вопросов и затрагивает интересы граждан, незащищенных граждан. То, что мы делали с вами длительное время, возможно было гражданам обращаться своевременно, и оперативно наши представители принимали меры, выехали на место событий, и решение было принято в пользу самих рабочих. Вы знаете, что прекрасно, что вынуждены были большое количество граждан из республик Средней Азии, в частности, большое количество это является Таджикистана, вышли с требованием возвратить им заработные платы, требовали свои заработные платы, которые они работали по 16 часов. Я очень благодарен телеканал «Дождь», потому что единственный является канал независимый на территории Российского государства, сегодня освещает те трудности, которые сталкиваются наши соотечественники, находясь в Российской Федерации, страна, которая является державой. Если посмотреть на видео, которое я уже 4-й раз посматриваю, но это напоминает мне первобытные общины. Это первобытные. То есть у нас в России в 21 веке, конечно, нужно поставить точку, подобные вещи не должны допускать. Мы видим здесь даже в видео, когда приходят отдельные лица и спрашивают, кто у них руководитель, кто бригадир, у кого есть документов, кто официально оформлен. Вот обратите внимание, в 21 веке представитель администрации района Медведково требует у самих рабочих из стран СНГ, а у вас есть договора, а люди не получили длительное время заработной платы. Да, возник сразу ко мне и другие вопросы. Почему на месте событий не были представители ваши или доверенные ваши лица? В частности, назвали мне там Рахматуллах Швахту, Думуллах Харидин Абдулло, который был духовным лидером, руководителем при общероссийском общественном движении. Также Рахматуллах Швахту находился как по трудовым спорам. Также Фахридин Маджидов, который также помогал, являться помощником начальника отдела по трудовым спорам. Нет, уважаемые, в мире очень быстро меняется. Обратите внимание на те события, которые происходят сегодня по отношению к России. Различные санкции. Очень ненавидит те экономические успехи в России сегодня Запад, в том числе Америка. Это происходит. Эти же, которые назвал я гражданам, работающими или были нашими соратниками, они сейчас являются Федерацией мигрантов России. По практически Федерации мигрантов России подобные организации не существуют, за исключением они только опираются на большое количество выходцев из Таджикистана, в частности рынок Люблино. И рынок Люблино в лице нескольких там бригадиров платит за их офис, платит за их газеты. Я недавно прочитал статью в их газеты же, где господин Думуллах Харидин, работающий в одном из центров культуры Ирана, написал, что он является начальником отделом по религии ислама. Вы обратите внимание, а кто руководитель этой организации? Это господин Кожинов, который обозвал, оскорбил таджикский народ. Те гражданин Таджикистана, который был избит, болеет эпилепсией. Соответственно, один из работников рынка вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно, то ли просто сплохел, то ли у него эпилепсия. То есть его увезли в больницу. Правда, соотечественники пострадавшего этой версии не верят и уверяют, причина всему – система поборов, которая существует на рынке. Разве можно после подобных высказываний находить священнику или человеку, который в вероисповедании ислам, находиться рядом с подобным человеком, который является атеистом? Да, много вопросов к нашим соратникам, соотечественникам, которые работали у нас. Но они не одни. Искали где теплые места. А последующие они остались без ничего. И им такая судьба ожидается. Что Швахту Рахматулло, что Фахридину Маджидову, что Харидине Абдулло. Их много были. До этого был Эшуни Мухридин. Ну, это и есть события. Давайте мы конкретно будем говорить о те проблемы, которые сегодня возникают у граждан. Мы же говорили неоднократно, что более миллиарда рублей задолжал Москва. Более полмиллиарда задолжал, соответственно,
Московской области. И что? Принимали меры? Нет. Благодаря тогдашнему наше нахождение или наши действия, эти деньги маломальски возвращались к гражданам. Возвращались к гражданам. Обратите внимание на самое главное. Недавно, вот буквально вчера, даже за вчерашним событием, состоялся встреча уполномоченной по правам человека Татьяне Москалкова. Что за вопрос задавал господину президенту Татьяна, это уполномоченный по правам человека? Ущемление прав граждан со стороны правоохранительных органов российских государств. Обратите внимание, ущемление прав. Не какой-то бандит с улицы пришел, не какой там, соответственно, гражданин гражданину. Нет, именно правоохранительные органы России сегодня в тесном дружеском отношении ущемляет прав не только граждан российского, и, скорее всего, она и имеет в виду и граждан СНГ, потому что это партнеры же. Ну, обратите внимание, все национальные диаспоры закрыты. Грузинская, украинская, молдовская там иногда действует. Узбекская, таджикская сразу там. Они стали, что эти таджики должны быть рабами всю жизнь. Это мы обратим на другое вещь, самое главное. Внимание, связано было с теми бедами, которые произошло в Кемерово. Это торговый центр «Зимние вишни». Начали сразу проверку провести. Погибли более там 50 граждан. Особенно среди них были дети, маленькие женщины. А почему сегодня вот обращаюсь напрямую к начальнику Следственного комитета Российского государства Александру Бастрыкину? А почему не создать новую комиссию, проверить именно сегодня и завтра такие же опасности есть на территории торгового центра Люблино, города Москва? Там же более 3000 граждан Таджикистана ночлеги свои ищут. И там находятся то в подвалах, то в контейнерах, то, соответственно, в тех столовых, которые там они принимают пищу. Там же так же грозит. А что получается? У нас сейчас везде так. Нет, нельзя лезть. Там у нас откуда? Хозяева с горного Азербайджана, еврейские наши братья. А как так получается, хозяева, прибывая сюда, благодаря сегодня, говорю, создавшим рабские условия по отношению рабочим, толкатели телеги на этих рынках, эти же хозяева стали олигархами. Поэтому думаю, что и господину Бастрыкину, и господину президенту есть делать какие-то выводы. Подобные торговые центры должны соблюдать нынешними законами, нынешними соблюдением техники безопасности. То, что касается в общем, я попрошу всех наших трудовых мигрантов, в частности Таджикистана, в первую очередь, ну, включая СНГ, соответственно же, вы в одиночке ничего не решаете. Если вы друг друга будете поддерживать, вы будете с первого дня требовать свои договора трудовые, надо требовать. Потому что у вас, соответственно, у всех есть патенты. Или вас уговорили, убедили. Не надо идти на поводу к руководителям вашим. Надо именно требовать свои договора. А при подобной ситуации помогать друг другу, сказать, что да, мы в этой сфере работаем. Дайте деньги нашим гражданам. А гражданам Таджикистана, еще говорю, обращайтесь в посольство. Заставляйте посольство. Господин Имон Исатович, пора ему работать надо. И представители миграционной службы, и консульские отделы. А что сейчас получается? Вот отправили Карамата Шарипова. Все, решил. Нет. Бунтовали без Карамата Шарипова. За это кто будет нести ответственность? Такие, смотрите, у нас горячие точки. И Хованцы, и Кладбище. И рынки, которые находятся на территории Москвы. Московская область. Продовольственная база Хлебникова. Долгопрудный район. Брат, соответственно, Челябинск. Брат, дальний у нас Сибирь даже взят. Екатеринбург. Очень много мест, где можно, люди будут возмущены. Даже в Санкт-Петербурге, когда уже по 5-6 год уже люди ищут свои деньги, не могут возвращать. К кому обращаться? У нас разве есть судебная система в России? Да нет, конечно. Заказали и решили. Кто вас привез туда? Кто вас на эту работу принимал? Заказчики. Вот они вам заказали. Они должны нести ответственность. Поэтому всегда говорю, что при любом вашем решении вы должны добиваться через суд, через прокуратуру, все вместе только. Не ходить в одиночке. И чтобы были в данном вопросе дружно подойти. Что завтра несколько от вас не отказывались. Вот двое пошли, трое останемся. Хорошо там, где ваши дети накормлены, одеты, обуты. Вот то, что я хотел к вам. В ближайшее время, соответственно, я делаю свои обращения по всем остальным вопросам, которые ко мне поступили. В частности, это по вашим подворникам, которые вот связаны по Московской области. Будет направлено официальное обращение посла России в Таджикистане. Он должен обратить внимание, не закрывать глаза. Очень слишком много возмущенных граждан, которые депортированы. Очень много, которые изъяли их паспорта. Российские паспорта изъяли много граждан Таджикистана, которые хотели стать и стали гражданами России. И большие деньги они заплатили за то, что наперед оформление. И в результате они все решены. Нам надо пора уже убрать слово экстремизм, терроризм.
Обратите внимание, когда слово экстремизм, терроризм, обязательно обвиняют таджику или киргизу. Часто иногда встречаются узбеков. Но они же люди, это мусульмане наши. Практически я не видел среди таджиков террористов. Потому что надо иметь соображений, иметь с новейшими оружиями человек работает. А он работал где? Трудовым мигрантом в России. Последующий оказался в Сирии, в других местах. Потому что у них были большие кредиты. Я буду делать то, что делал раньше. И буду обращаться в разные инстанции Российской Федерации, чтобы защищать наших трудовых мигрантов. И прошу государства Таджикистана также обратить на это внимание. Спасибо.